Мужчины вас обманули. Женщины не всегда спят с мужчинами только из-за внешности или любви. Все гораздо глубже, это скрытое, и большинство парней никогда этого не замечает. В этом видео я раскрою 4 секретных побуждения, которые толкают женщин в постель. Эти причины исходят из психологии, статуса, бунта и эскейп. Если вы не поймете их, то будете продолжать получать неожиданные удары. Первое, она спит с тем мужчиной, который заставляет ее чувствовать себя замеченной. Забудьте о голливудском мифе, что женщины спят с мужчинами исключительно из-за физического влечения. Скрытое побуждение, которое большинство мужчин никогда не замечает, это эмоциональная валидизация. Женщина хочет почувствовать себя замеченной, желанной и ценной. Когда мужчина дает ей это эмоциональное удовлетворение, это меняет все. Подумайте о жизни современной женщины. Она окружена мужским вниманием в социальных сетях. Лайки, комментарии, сообщения. Но это все поверхностная безликая валидизация. Большинство из этого кажется незначительным. И вот она встречает мужчину, который заставляет ее почувствовать себя по-настоящему уникальной, который сосредотачивается на ней и делает так, что она чувствует себя единственной женщиной в комнате. Этот мужчина уже обошел ее защитные механизмы. Женщины гораздо более эмоционально настроены, чем мужчины. В то время как мужчины могут разделять влечение и эмоциональную связь, женщины этого редко делают. Если вы заставляете ее смеяться, когда она ждала скуки, если вы помните о деталях, которые все остальные забыли, если вы граундинг ее так, как никто другой не может, она чувствует нечто более глубокое, чем просто комплимент. Она ощущает себя выбранной, и это ощущение опьяняющее. Вот в чем дело. Неважно, являетесь ли вы для нее физическим типом. Эмоциональная валидизация перекрывает физические критерии. Вы видели, как женщины встречаются с мужчинами менее привлекательными, меньшими по росту или старше. Почему? Потому что эти мужчины пробуждают у нее эмоциональную потребность чувствовать, что она важна. Стоики понимали эту динамику. Они учили, что люди движимы не только логикой, но и страстями. Эмоциями, которые могут затмить разум. Когда женщина чувствует себя валидированной, страсть подавляет ее логику. Она может даже нарушить свои собственные правила, говоря себе «я никогда так не поступаю», в то время как ее тело придает ее слова. Что большинство мужчин понимает неверно, так это то, что они стараются слишком сильно. Переусердствование, постоянные комплименты, отчаянное внимание не приносят валидизации, они подавляют. Искренняя валидизация приходит от присутствия и сдержанности. Это тогда, когда вы замечаете то, что другие упускают. Это тогда, когда вы подтверждаете ее ценность, не теряя собственной. Это равновесие редко встречается, и поэтому женщины спят с теми, кто его находит. Итак, скрытое побуждение – это не только сырое влечение, это эмоциональная валидизация. Когда она чувствует, что ее действительно замечают, ее тело следует за этим. Второе – спать с мужчиной для того, чтобы нарушить свои собственные правила. Второе скрытое побуждение – это бунт. Использование интимности как способа убежать от монотонности, нарушить правила или бросить вызов стандартам, которые она установила для себя или которые были наложены на нее другими. Мужчины недооценивают, насколько мощным может быть этот драйвер. Многие женщины живут под невидимыми клетками, семейными ожиданиями, социальным давлением, своей внутренней идентичностью хорошей девочки. Ей положено вести себя, быть приличной, следовать установленному сценарию, но желание процветает в бунте. Когда она встречает мужчину, который представляет что-то вне ее клетки, сон с ним становится менее вопросом самого акта, а больше относится к освобождению. Вот почему плохие парни всегда имели непропорционально большой успех. Это не их татуировки или кожаные куртки, это энергия противостояния. Они символизируют свободу, непредсказуемость, опасность. Для женщины, запертой в жизни, полной рутин, обязанностей и правил, эта энергия неотразима. Отдавая себя этому мужчине, она чувствует, что выбирается на свободу. Но бунт не всегда означает хаос без правил, иногда это более тонко. Она может быть вовлечена в безопасные отношения, но изменять с кем-то, кто пробуждает в ней подавленные части. Она может поклясться, что никогда не спит с кем-то на первом свидании, пока не встретит мужчину, который возбуждает ее до такой степени, что она разрушает это правило.
Противоречие – это не гипокрития, это подтверждение драйвера бунта. Стоическая психология предостерегает нас об этом. Люди часто действуют против своих собственных заявленных ценностей не потому, что они лгуны, а потому, что страсть затмевает принципы. Женщина, бунтующая через интимность, не думает о будущем. Она живет эмоциями, нарушая свои собственные границы. Вот опасность для мужчин. Ошибочно принимать бунт за любовь. То, что она спит с вами в порыве противостояния, не означает, что она вам верна или что останется с вами. Вы стали искрой, которая сломала ее клетку, но как только восторг от бунта утихает, она может вернуться к своим прежним схемам или снова погнаться за другим волнением. И все же этот драйвер бунта невероятно силен. Многие женщины не признаются в этом, но они спали с мужчинами не из глубокой любви или физического влечения, а потому что сам акт был бунтом против их идентичности, ожиданий родителей или общественных правил. Дело было не в нем, дело было в том освобождении, которое она почувствовала в тот момент. Так что, в то время как валидизация заставляет ее чувствовать себя ценной, бунт делает ее свободной, и оба фактора могут подтолкнуть ее в постель быстрее, чем это позволяет логика. Третье – социальный статус и влияние. Спать с мужчинами для получения власти. Одна из самых неудобных истин, которую мужчины редко хотят принять, заключается в том, что женщины иногда спят с мужчинами не из-за любви или влечения, а из-за статуса, который с этим связан. Желание не всегда связано с самим мужчиной. Это о том, что значит быть с ним. Люди – существа, движимые статусом, и женщины, в частности, чувствительны к социальной иерархии. Мужчина с ресурсами, влиянием или социальным влиянием не просто приносит себя навстречу, он приносит доступ к более высокому уровню жизни. Когда женщина спит с таким мужчиной, она не просто удовлетворяет свои физические потребности, она поднимает свой социальный статус, пусть и временно. Подумайте о знаменитостях, спортсменах, влиятельных бизнесменах. Многие из них неконвенционально привлекательны, но они редко испытывают недостаток в женском внимании. Почему? Потому что сон с ними дает женщине чувство важности, поднятие эго и иногда ощутимые преимущества, такие как связи, деньги или даже право на хвастовство. Стоики называли это внешними факторами, вещами, которые люди гонятся за ними для чувства валидизации. Женщина, движимая внешними факторами, рассматривает интимность как короткий путь к статусу. Она не гонится за мужчиной. Ей интересен тот сигнал, который посылает близость к нему. Даже если это происходит подсознательно, ей хочется быть той женщиной, которая его заполучила, потому что это отделяет ее от безликой толпы женщин, которые этого не сделали. Вот почему некоторые женщины спят с мужчинами из определенных социальных кругов. Возможно, ей вовсе не нравится он как личность, но он представляет доступ к миру, который ей нужен. VIP, столы, путешествия, высококлассные собрания. Для нее этот акт имеет транзакционную основу. Она предоставляет интимность, а в ответ получает знак повышенной социальной ценности. У мужчин ловушка – это эгоизм. Если вы тот мужчина со статусом, легко перепутать ее жажду статуса с искренним желанием. Она будет выглядеть восторженно, даже одержимо, но исток ее желаний к вам – это социальная валюта, связанная с вами. И когда появится более крупная возможность, она может переключиться без колебаний. Этот драйвер не всегда обусловлен материализмом. Иногда это связано с репутацией. Женщина может спать с мужчиной просто потому, что он альфа в ее кругу, лидер группы – тот человек, которому уважают все остальные мужчины. Будучи с ним, она впитывает часть этой энергии. Ее желание меньше о близости и больше о том, чтобы находиться в свете статуса. Итак, вот что следует запомнить. Если ваше главное притяжение для женщины основано на том, что вы представляете, а не на том, кто вы есть, это скрытая динамика статуса. И как предупреждали стоики, все, что основано на внешнем, рушится, когда эти внешние факторы исчезают. Четвертое – эмоциональное бегство. Использование секса как терапии для внутренней борьбы. Последнее скрытое побуждение, возможно, является самым грустным и объясняет, почему некоторые женщины спят с мужчинами, которые кажутся совершенно неправильными для них. Это не валидизация, бунт или статус, это бегство. Жизнь тяжела. Многие женщины сегодня несут незавершенные травмы, одиночество или внутреннюю пустоту. Вместо того, чтобы столкнуться с этим, они ищут моменты отвлечения.
Секс становится выходом не из-за глубокого влечения, а потому что он глушит боль, затмевает чрезмерные размышления и предоставляет временное облегчение. Женщина может спать с мужчиной после разрыва не потому, что она уже оправилась, а потому что ей крайне необходимо отвлечь себя от горечи. Она может отдаться кому-то, кого едва знает, лишь для того, чтобы заполнить пустоту одиночества на одну ночь. Для нее близость – это не о нем, это способ анестезировать себя от эмоций, с которыми она не хочет сталкиваться. Вот почему так много женщин признаются, что спали с мужчинами, которые им не нравились. Драйвером не было влечения. Это была терапия. На несколько часов она могла почувствовать себя желанной, нужной и связанной. Она могла заткнуть внутренний хаос, утопая в физической близости. С точки зрения стоицизма, это самая опасная динамика для мужчин. Почему? Потому что вы рискуете стать ее механизмом совладания. Она будет опираться на вас не потому, что видит вашу истинную ценность, а потому, что вы предоставляете ей временное бегство. Когда боль утихает или появляется другое отвлечение, она может исчезнуть, оставив вас в недоумении по поводу того, почему это было так интенсивно в тот момент. Обратите внимание на тайминг. Спешила ли она с интимностью после разрыва, после серьезной ссоры с семьей, после признания глубоких проблем? Это часто не эмоции желания, а бегство. И мужчины, которые ошибочно принимают интимность в бегстве за искреннее желание, обычно оказываются в замешательстве. Вот жестокая правда. Женщина, спящая с вами, чтобы сбежать от себя, никогда не останется. Потому что как только восторг стихнет, она вновь столкнется с той же проблемой, от которой убегала, а вы были просто временной повязкой. Так что хотя валидизация, бунт и статус толкают ее к желанию по-своему, этот финальный драйвер, бегство – это чистая психология выживания. Это не о вас. И даже не о желании, это о ее необходимости заглушить бурю внутри себя, даже если всего на одну ночь.